Салам алейкум, хурматли милләттәштәр. Хаумалдуктар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Башкортостанская общественная организация «Гражданский союз», председателем которой является молодой человек по имени Аким Туктаров, выложили на своем телеграм-канале пост о том, что Башкортостан не может быть независимым государством, у него для этого нет никаких предпосылок, что ему лучше всего будет в составе России, в составе Федерации. Я хотел бы ответить на этот пост, где они приводят свои аргументы, и в ответ им привести свои контраргументы. Но прежде чем я начну отвечать, я хотел бы, чтобы вы узнали об этом, о том, что там написано. Я вам сейчас прочитаю, чтобы у вас было, скажем, видение, мнение, сложилось мнение вообще о том, о чем там вообще говорится. Итак, статья называется «Почему мы верим в Федерацию?». Башкортостан должен быть в составе свободной и по-настоящему федеративной России, а не в отдельности от нее. Для независимости республики нет предпосылок. Регион, в котором ни один этнос не является большинством, не может образоваться в отдельное национальное государство. Отделение региона, который полноценно интегрирован в Россию, может привести к национальным конфликтам и территориальным спорам, к болезненному разрыву связей. И дальше они перечисляют пункты. Экономические связи. Республика полноценно включена в общероссийский рынок. Логистические цепочки и производственные связи. А через связь с Россией Башкортостан имеет экономическую связь с другими государствами, с которыми страна активно торгует. Следующий пункт. Родственные связи. У каждого жителя Башкортостана есть родственники или друзья в других регионах России. В случае независимости региона будут разлучены семьи и близкие люди. Следующий пункт. Общая культура и история. Жители Башкортостана производят и потребляют ту же культуру, что и жители других регионов. Говорят на одном языке. Все это формирует крепкую общероссийскую культуру. А такие исторические события, как войны и сильнейшие социально-политические изменения 20 века, дают жителям республики и других регионов уникальный и общепережитый опыт. Какая альтернатива, они задаются вопросом? Кто-то может сказать, что быть в составе России можно в формате унитаризма или конфедерации. Но мы считаем, что федеративное государство наиболее предпочтительно для страны. И вот почему. И приводят свои доводы. Гарантия равенства субъектов федерации между собой и перед центром. Сохранение центральных экономических связей и возможность их развития между регионами. Возможность пользоваться общими техническими, научными, культурными, финансовыми и природными благами. Нейтрализация этнических конфликтов через создание возможности для каждого народа жить в одной стране и при этом иметь самоуправление. Эффективная государственная политика. Субъект, имеющий широкие полномочия по региональным вопросам, в которые не может вмешиваться федеральный центр, будет проводить более эффективную и приспособленную к региону политику. Это является сильнейшим элементом в системе сдержек и противовесов, где ее обеспечивает не только разделение властей, но и разграничение компетенций между субъектами и федеральным центром. Правительство страны это удержит от тирании, а регионы от конфликтов и радикализации. И в конце они пишут, что сильная федерация с равноправными и самостоятельными субъектами – основа и будущее благополучия как России в целом, так и Башкортостана в частности. Вот такой пост. Но начнем с того, что вот здесь они пишут, что Башкортостан должен быть в составе свободной и по-настоящему федеративной России, а не в отдельности от нее. Башкортостан уже, как республика, уже была в двух федерациях. Первая федерация – это РСФСР при Советском Союзе. И сейчас она находится тоже в Российской Федерации. Но однако у нее не было никаких свобод. И сейчас, что Советский Союз был империей, что сейчас империя. В 90-х годах немножко у нас было своего суверенитета, который быстро отобрали. Россия, как всегда, подписывает с нами договор, который потом сама же и нарушает. Мало того, сейчас вообще уже нет никакой федерации. Сейчас есть одна империя, где все регионы бесправные являются просто колониями. Даже при Советском Союзе наша Башкирская республика имела больше полномочий, чем сейчас
Башкортостан в составе Российской Федерации. Но и тогда тоже Советский Союз это была империя, где Башкортостан, Башкирская АССР тогда была полностью бесправная. Поэтому верить, надеяться в то, что следующая федерация будет почему-то хорошая, почему-то правильная, ну, вообще это ничем не обосновано. И я лично в это не верю. Я знаю, что Россия – это империя, как бы она ни называлась, Российская империя, Советский Союз или Российская Федерация, она всегда была империей, которая подавляла наши народы. И уже практически, ну, там, с какого? Мы с 1557 года находимся в составе этого московского государства, сперва Российская империя, да, вот Советский Союз и сейчас Российская Федерация. Всегда у нас отнимали, всегда нас ущемляли, всегда нас убивали, ссылали на каторгу, отнимали наш язык, отнимали наши природные ресурсы. Это было всегда. Почему вы считаете, и назовите хотя бы, ну я не знаю, 30 лет хотя бы вот времени в перерыве, вот уже полвека практически, полтысячелетия практически мы в составе этой страны, этой империи. Покажите хотя бы 30 лет, когда у нас были какие-то права, когда вообще у народов были какие-то права, демократия, чтобы была, там, плюрализм, гласность. Ну, максимум 10 лет, в 90-х годах, и все. А когда до этого? Ну, там 1 год, даже меньше года было в 17-м году, когда революция буржуазная произошла. Все. Не было никогда в этой стране никогда свобод. Почему вы считаете, что вот мы должны вновь поверить и войти в состав очередной федерации, надеясь, что вот нам дадут полномочия, дадут свободу столько, сколько мы сможем проглотить, да? Мы помним эту знаменитую фразу. Никакой веры нету. Если 3 раза мы подписывали договор, 3 раза их нарушали, почему 4-й раз Москва не должна нарушить их? Но пока вот то, что мы говорим, все это сбывается, все это исторические факты, что Россия всегда была империей, всегда подавляла нас, в каком бы она формате ни существовала, и у нас никогда не было свобод. Нас всегда угнетали, всегда сажали, всегда отнимали у нас что-то, но и нет никакой веры. Ну, хорошо, там первые 10, 15, 20 лет, возможно, мы поживем в нормальной федерации. Но придет очередной Путин-2, кто даст гарантию, что такое не придет? Тем более с таким русским народом, который страдает имперским величием. Вновь всколыхнет у них в сознании ренессанс по великой сильной России, выберут Путина-2, и все. Сперва закрутят гайки во всех республиках, потом опять начнут войну с кем-нибудь, и опять нас погонят на эту войну умирать. Поэтому я не верю ни в какую федерацию, что настоящая федеративная Россия будет свободная. Абсолютно. Пока вы говорите о какой-то гипотетической России. Мы же говорим о настоящей России, о прошлой России. История показывает, что не было никогда свободной России. Была только империя, кровавая империя. Поэтому пока здесь 1-0 в нашу пользу. Следующее. Для независимости республики нет предпосылок, они пишут, да? Регион, в котором ни один этнос не является большинством, не может образоваться в отдельное национальное государство. Ну, здесь очевидная ложь, потому что, ну вот возьмем Казахстан. Казахстан на момент 1989 года, по последней переписи, русских, самих казахов было 39,7%, русских было 37,8%, немцев было 5,8%, украинцев было 5,4%, белорусов было 1,1%. В общей сложности все они составляли русскоязычное население, в общей сложности их было 50%. 51%. То есть казахи были в явном меньшинстве. Но государство состоялось, государство развивается и очень успешно. Поэтому говорить о том, что там, где этнос не является большинством, но это неправда. Латвию возьмем. Тоже по переписи 1989 года русских там составляло 34%, белорусов было 4,5%, украинцев было 3,4%, поляков было 2,5%. В общей сложности они составляли 44,5%. Тоже больше, чем латышей. В Риге тогда
латышей было всего 30%. Все остальные были русские, ну и другие русскоязычные народы. Но почему-то государство состоялось и успешно развивается. И сейчас русский язык там не доминирует, там доминирует латышский язык. И все производство там на латышском языке. Поэтому говорить о том, что ни один этнос не является большинством, поэтому и не сможет образоваться в отдельное национальное государство, это ложь. Это ложь. К тому же, когда республика Башкортостан станет независимым государством, в нее вернется очень много башкир, которые сегодня проживают в разных регионах России. Плюс очень много русских уедут, которые не захотят жить в независимом Башкортостане. Как это они уехали с Казахстана, с Латвии. Никто гнать их не будет, сразу скажу. Никто их гнать не будет. Они сами будут уезжать, потому что не захотят жить в национальном независимом государстве. Следующее. Отделение региона, который полноценно интегрирован в Россию, может привести к национальным конфликтам и территориальным спорам, к болезненному разрыву связей. Тоже аргумент такой, который, знаете, вот аргумент имперца. Потому что все национальные конфликты устраивала пока только Россия. Именно она провоцировала национальные конфликты между народами. Мы помним Нагорный Карабах. И начался он не с момента выхода из состава СССР, Азербайджана и Армении. Начался он за несколько лет раньше независимости этих республик, этих стран. Национальные конфликты в Приднестровье, пожалуйста, они устраивали. Национальные конфликты в Северной Осетии. В Южной Осетии, точнее, да. И таких национальных конфликтов на самом деле было множество. Чечню они, да, вот 2 войны они вели с Чечней. Поэтому национальные конфликты устраивает только Россия. И сейчас, даже прямо сейчас, Россия воюет с Украиной, убивая ее жителей. Территориальные споры то же самое. Территориальные споры почему возникают между народами? Потому что Россия нарезала государство так, что у них потом начали, ну это как мина замедленного действия, которую они заложили изначально, когда нарезали куски. Например, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. И там один народ черкесы, и там один народ балкарцы и карачаевцы. Но это что, это нормально, что ли? У нас, у Башкортостана специально отрезали Оренбургскую область. Это же было все сделано специально. Но я здесь разочарую Акима Туктарова в том, что мы не собираемся ни на кого не нападать, не собираемся ни у кого отнимать территории. Да, у нас есть, скажем так, желание вернуть часть Оренбургской области в состав Башкортостана. Но это мы будем делать не воюя. Это делать мы будем, договариваясь с Оренбургской областью, договариваясь с Россией. Через договоры, через какие-то, скажем так, взаимные встречи, где будем обсуждать за одним столом все это. Только так. С приглашением там мировых арбитров. Будем разговаривать, будем решать эти вопросы, но никак не воюй, нам война не нужна. Мы же не Россия, чтобы воевать со всеми подряд. Поэтому пока тоже, и мы видим здесь, что только Россия воюет, только Россия провоцирует межнациональные конфликты. Тоже как бы 2-0 в нашу пользу, как говорится. Экономические связи. Республика полноценно включена в общероссийский рынок, логистические цепочки и производственные связи. А через связь с Россией Башкортостан имеет экономическую связь с другими государствами, с которыми страна активно торгует. Башкортостан, когда станет независимым государством, он территориально никуда не переезжает. Он территориально так и остается там, где он есть. И поэтому все те дороги, которые идут, федеральные трассы, которые идут через нашу республику сегодня, они также и останутся этими трассами, через которые будут проходить груза. Через нашу республику идут железнодорожные пути. Через нашу республику идут газопроводы и нефтепроводы. И мы никуда, как я сказал, не собираемся переезжать, мы не собираемся закрывать границы. Через нашу республику будут проходить точно так же товары, точно так же будет гнаться газ, точно так же будет гнаться, перекачиваться нефть. Все будет точно так же. Мало того, мы наоборот открыты для всех. Мы собираемся со всем миром торговать, устраивать экономические отношения, налаживать экономические отношения, открывать представительства, которые сейчас из-за России, воюющей
с Украиной закрыты практически. Мы вообще сейчас, Россия, страна-изгой, которая общается там вот с некоторыми диктаторскими странами, такими же, как она. А весь цивилизованный мир от нее отвернулся и не ведет никаких с ней торговых и экономических связей. Мы же отделимся когда? Мы войдем в ООН, будем со всеми дружить, со всеми торговать, мы будем открыты для всех, и мир будет открыт для нас. Понимаете? Это наоборот в нашу пользу будет. А то, что вы здесь говорите про экономические связи, что они все порвутся, ну, это тоже ложь. Это тоже ложь. Мы точно ни с кем не собираемся рвать экономические связи. Мы наоборот собираемся их строить. Вот. И бизнес, который будет развиваться в нашей республике, он сам будет находить эти экономические пути, связи, сам будет выходить на рынок. И на российский рынок то же самое. И здесь, когда вы говорите, что Башкортостан имеет экономическую связь с другими государствами, то есть через связь с Россией Башкортостан имеет экономическую связь с другими государствами, но можно же не только через Россию иметь связь с другими государствами. Можно через Казахстан торговать со всем миром. А у нас еще рядом будет независимый Татарстан, независимая Чувашия, Мариэл, Удмуртия, Эрзян-Мастор. Возможно, по восточную часть будет Уральская республика. Там дальше республика независимая Саха-Якутия, Бурятия. Так что все нормально у нас будет. Я вас уверяю, что мы будем торговать со всем миром. Со всем миром. Сейчас пока Башкортостан, наоборот, превращен в колонию, которому не разрешают ни с кем торговать. А если мы устанавливаем с кем-нибудь какие-то торговые связи, то это страны третьего мира, скажем так. Такие как Белоруссия, допустим. Тоже такая же диктаторская страна. Вот с ней нам разрешают какие-то налаживать отношения. Зубров привозить. А так, ну нет. С кем мы можем? С США? Открывать свое представительство в США Башкортостан может? Нет. С Англией? Нет. С Францией? Нет. С Канадой? Нет. С Австралией? Нет. Но с Японией то же самое. С Южной Кореей то же самое. А когда мы будем независимыми, все это будет у нас. Наоборот, для нас открывается весь мир. Так что 3-0 в нашу пользу. Дальше. Родственные связи. У каждого жителя Башкортостана есть родственники или друзья в других регионах России. В случае независимости региона будут разлучены семьи и близкие люди. Тоже очень такой, знаете, лживый, манипулятивный, скажем так, аргумент, но который не выдерживает никакой критики. Дело в том, что мы не собираемся строить Северную Корею, где будут закрытые границы, где мы не собираемся никого пускать к нам. Дороги будут открыты, у нас будут работать аэропорта, железнодорожные вокзалы, автовокзалы. Пожалуйста, вы можете ехать, вылетать в любую страну мира. К вам может приехать на определенное число дней, 30 дней или 60 дней, или 90 дней. Но это как решит наше правительство независимого Башкортостана. Может любой ваш родственник приехать, который живет, не знаю, в Москве, Санкт-Петербурге или в Сургуте. Пожалуйста, пусть приезжает, отдыхает, встречается. Вы все равно родственники друг другу больше, чем на месяц друг другу не ездят. Ну, это же отпуск обычно, да? Или каникулы. Вот. Пожалуйста, приезжайте. Месяц, 2 месяца, 3 месяца, возможно, вот по нашему законодательству можно будет находиться. Вот. Все нормально, ни от кого мы не закрываемся. Так что аргумент так себе, как говорится. Следующее. Общая культура и история. Жители Башкортостана производят и потребляют ту же культуру, что и жители других регионов. Говорят на одном языке. Все это формирует крепкую общероссийскую культуру. А такие исторические события, как войны и сильнейшие социально-политические изменения 20 века, дают жителям республики и других регионов уникальный и общепережитый опыт. Но это вообще из серии, знаете, вот насмешки над нами, над всеми. Это как Юлия Навальная, сказала об общем бэкграунде. Эти слова вызвали шквал возмущения от народов России. Кстати, Аким Туктаров – это татарин по национальности. Вот. Но мы еще о его личности отдельно потом поговорим. Так вот, общая культура и история. Нет у нас никакой общей культуры. История, возможно, какая-то общая есть.
Но она общая только в силу того, что нас силой включили в эту империю, удерживали ее, и, соответственно, мы никуда не могли деться, кроме как, ну, чтобы у нас была общая история. Общей культуры у нас нету. У нас отдельный свой язык, у нас отдельная своя культура, у нас отдельные свои традиции, у нас отдельная своя религия. Какая может быть общая культура? У нас абсолютно разные праздники, у нас абсолютно разные языки. У нас культура абсолютно разная. Мы азиаты, мы восточный народ. Какая может быть у нас культура с русскими общая? То, что мы красим, что некоторые у нас там башкиры красят яйца на Пасху и ныряют в прорубь, что ли? Или то, что пить начали алкоголь, проживая вместе с русскими. Ну вот это что ли общая культура? Нет, это такая культура нам не нужна. У нас своя культура есть. Поэтому это вообще аргумент, я считаю, что просто позорный. Жители Башкортостана производят и потребляют ту же культуру, что и жители других регионов, говорят на одном языке. Мы говорим на одном языке, на русском, только потому, что русский язык был внедрен насильно в систему образования. И везде, во всех сферах он внедрен. Понимаете? 100 лет назад еще все 100% башкир знали свой родной язык. Сейчас 30% башкир, даже уже практически 50% башкир не знают своего языка. Почему? Потому что вся система образования на русском языке. Нас заставляют учиться на русском языке. Мы не можем отказаться от русского языка. Нету ни одного высшего учебного заведения на башкирском языке, куда бы мы могли после национальной башкирской школы поступить в это башкирское учебное заведение. Их просто нету. Если вы говорите, что их невозможно создать, невозможно преподавать уроки на башкирском языке, там, физику, алгебру, геометрию, то я разочарую вас. Все это возможно. И в 90-х, 2000-х годах при Муртазе Рахимове все это было. Когда было еще тогда более-менее у нас был суверенитет. Сейчас этого ничего, конечно же, нету. И если мы могли преподавать физику, алгебру, геометрию на башкирском языке, то, соответственно, были учителя, которые могли все это рассказывать. Соответственно, они где-то получали образование, проходили практику, да, и, соответственно, мы можем создавать, у нас могут быть и институты, и медицинский башкирский институт может быть на башкирском языке, и юридический институт может быть на башкирском языке, и физико-математический институт, и нефтяной, все это может быть на башкирском языке. На турецком же есть такой же тюркский язык. В Казахстане сейчас многие институты переходят на казахский язык. Я живу в Литве, все на литовском языке, абсолютно все. Эстония, эстонцев меньше, чем башкир, все на эстонском языке. И все высшее образование полностью на эстонском языке. Поэтому говорить нам, что мы говорим на одном языке, мы говорим на одном языке, потому что нас заставляют говорить на этом языке. С детства самого, с младенчества, с ребенка заставляют говорить на языке, когда он ходит в детский сад, в русскоязычный имеется в виду. Потом в школу, потом в институт, потом на работе, в любое предприятие, куда он заходит, в любое торговое заведение, куда он заходит, все на русском языке. Включает телевизор, все на русском языке. Нету на башкирском ничего. И в этом виноваты не мы, в этом виновата страна, это империя, это недогосударство, которое нас заставляет усиленно разговаривать на русском языке. Все это формирует крепкую общероссийскую культуру. И такие исторические события, как войны и сильнейшие социально-политические изменения XX века, дают жителям республики и других регионов уникальный и общепережитый опыт. Вот это вообще, знаете, отвратительная фраза. Отвратительная фраза, которую могли придумать только наши псевдолибералы уфимские. Исторические события, как войны. То есть вы считаете, что вот мы башкиры же ни с кем не начинали войны, мы ни на кого не нападали, абсолютно никогда. Нас всегда втягивали в войны, нам приходилось воевать за эту Россию. Мы воевали в разных войнах. И сейчас в Украине воюют башкиры. Вы это называете каким-то общепережитым опытом, что ли? А что означает ваши социально-политические изменения 20 века? Но Голодомор – это социально-политические изменения, которые мы пережили в составе этого государства, где более 700 тысяч башкир погибло.
Это вот наш общий пережитый опыт, что ли? Нам такой опыт не нужен, и мы не хотим повторения таких опытов. Мы не хотим участвовать больше ни в каких войнах российских. Мы хотим жить отдельным, независимым государством, мирно жить, со всеми торговать, со всеми дружить. И нам не нужно участвовать в российских войнах за какой-то русский мир, захватывать и убивать украинцев, захватывать и убивать афганцев и другие народы. Нам это не надо. И вот они здесь говорят, кто-то может сказать, что быть в составе России можно в формате унитаризма или конфедерации, но мы считаем, что федеративное государство наиболее предпочтительное для страны. Но я уже сказал, что федерации мы уже 2 пережили. Надеюсь, что больше никогда мы не попадем ни в одну ни федерацию, ни в одну ни империю. Они тут и дальше приводят свои аргументы. Гарантии равенства субъектов федерации между собой и перед центром. Ну, во-первых, не могут быть равны между собой как люди, потому что кто-то рождается сильным физически, кто-то рождается физически слабым, кто-то рождается умным, кто-то рождается менее умным, кто-то рождается в богатой семье, кто-то рождается в бедной семье. Уже люди изначально с рождения не равны. И здесь пишут про равенство, когда субъектов федерации. И сейчас наши регионы не равны между собой. Башкортостан – это богатое государство, богатая республика, которую делают бедным, у нас выкачивают все природные ресурсы, отнимают доходы от 70 до 80%. И этими доходами кормят какие-то регионы по типу там, Тульской области, Орловской области, Вятской, ну это Кировская область, Белгородской какие-то, да, вот эти депрессивные регионы. Ну а почему мы должны кого-то кормить? С какой стати? С какой стати башкиры и другие народы, которые здесь проживают, которые здесь работают, мы должны кормить другие регионы? Мало того, что у нас все природные ресурсы выкачивают, а потом на эти деньги, на доходы от этих природных ресурсов, от продажи на нефть, за нефть, за газ, за золото, за медь, которую они у нас добывают, на эти деньги они ведут войны, подкупают, коррумпируют другие правительства, создают целую армию ФСБ, МВД, Росгвардии, потом этими же, скажем так, полицейскими нас дубасят, сажают в тюрьмы. Зачем нам это надо? Нет, мы не хотим никого обеспечивать, никого поддерживать экономически. Мы будем отдельным независимым государством. Нам не нужны якутские алмазы. Нам не нужна ханты-мансийская нефть. Пусть это их, пусть они сами ими распоряжаются. А вот у Москвы действительно ничего нету. Поэтому, как она будет справляться, это их проблемы. Пусть сдают в аренду, там, я не знаю, Кремль, Красную площадь. Но у Башкортостана есть все. И я знаю, что мы сможем прожить. Как будут жить другие регионы, но мне без разницы вообще. Почему я должен беспокоиться, там, как проживет Кировская область, допустим, да? Или Вологодская область. Ну, меня это не волнует абсолютно. Они как-то будут выживать там сами, договариваться, объединяться. Поэтому про равенство субъектов, но это не для нас. А вот вы хотите заставить нас, чтобы мы были в составе федерации, и, ну, допустим, мы будем производить там $1 миллиард, да, допустим, в месяц доходов, а какая-то Тульская область будет производить 200 миллионов. И почему? И у нас будут забирать, соответственно, излишки, чтобы дать туда, чтобы они там на поддержку их штанов. Так что ли? Не надо нам этого. А если кто-то будет производить больше нас, доходов, да, такие как там, допустим, тот же самый Ханты-Мансийский округ со своей нефтью, или там Саха-Якутия со своими алмазами, пусть это их деньги, и они нужны их народу там, местному населению. Пожалуйста, мы не претендуем на их богатство, они нам не нужны, у нас есть свое, нам этого хватит для жизни. Дальше, сохранение сильных экономических связей и возможность их развития между регионами. Ну, я уже про это сказал выше. Я думаю, что не стоит останавливаться. Дальше. Возможность пользоваться общими техническими, научными, культурными, финансовыми и природными благами. Вот здесь про возможность пользоваться техническими, научными, культурными и финансовыми благами. Мы, еще раз говорю, не собираемся ни от кого отдаляться. У нас будут работать точно так же институты, у нас будут работать ученые, у нас есть Академия наук своя башкирская.
мы открыты для всего, для всех. Тем более мы будем очень тесно взаимодействовать с нашими центральноазиатскими странами, братскими. Будем с ними вместе сотрудничать и в науке, и в культуре, и финансово, и технически. Пожалуйста, они сейчас постепенно обходят нас. Турция, я уверен, нам поможет, Азербайджан. Все будет нормально. Точно так же и с Европой будем дружить. Дальше, по поводу природных благ, возможность пользоваться общими природными благами, как я и сказал, нам чужого не надо. У нас есть свое, поэтому нам этого хватит. А что не надо, мы купим у тех же саха-якутов, у того же Ханты-Мансийска, у Татарстана, если надо, что-то купим за свои деньги. Нам не нужно подачек из Москвы, нам не нужно отнятые богатства, природные богатства или доходы у других колонизированных регионов или республик. Поэтому нам этого не надо. Дальше. Нейтрализация этнических конфликтов через создание возможности для каждого народа жить в одной стране и при этом иметь самоуправление. Находясь в такой большой, огромной империи от Калининграда до Владивостока, которая населена разными народами, этнически разными, с разными религиями, с разными культурами, с разными традициями, невозможно жить мирно. Ни Советский Союз не жил мирно, ни сейчас мы не сможем жить мирно. Слишком сильна, допустим, имперская составляющая у русских. Они себя считают высшим народом. Они не собираются учить языки наши. Для них мы как люди второго сорта. И то, что сейчас творит русская община по всей России, как раз показатель этого. Этнические конфликты возникают именно из-за Москвы. Именно она, как я сказал, провоцирует эти этнические конфликты. Пусть русские создают свое отдельное национальное государство, границы там, не знаю, там сами определяют. И пусть живут там, от нас пусть отстанут. Нам не нужна их ни культура, ни история, ни традиции, ни Пушкин нам их не нужен. У нас есть свои и поэты, и писатели, и классики. Все у нас есть, и композиторы. Так что нам это не надо. Дальше. Эффективная государственная политика. Субъект, имеющий широкие полномочия по региональным вопросам, в которые не может вмешаться федеральный центр, будет проводить более эффективную и приспособленную к региону политику. Я уже здесь сказал о том, что нам могут дать полномочий столько, сколько мы сможем проглотить на определенное время, и потом отнять. Это уже было. То, что вы предлагаете, это все гипотетически. Вы все это верите в это какую-то прекрасную Россию будущего, которая там сможет дать всем регионам. Но история показывает, что такого не бывает. Россия не может стать нормальным демократическим государством. Россия с нами в 1919 году заключила соглашение. Через год она это соглашение разорвала в одностороннем порядке и отняла у нас все полномочия. В 1992 году подписали федеративный договор, потом в 1994 году подписали двухсторонний федеративный договор с Москвой, с Россией, Башкортостан. И тоже так же, через 10 лет у нас его отняли, этот федеративный, все полномочия отняли, больше договор не продлевали. Все, что можно потом. И президента отняли, и конституцию заставили переписать, и доходы стали забирать, и язык запретили. Зачем нам такая федерация нужна? Нет, нам такого не надо, и мы не верим, что она будет эффективная государственная политика. Потому что в этой империи, как я сказал, не может быть ничего. Только подавление, только аресты, только смерть. Вот все, что она несет. Дальше. Следующий пункт то же самое, что это является сильнейшим элементом в системе сдержек и противовесов, где ее обеспечивает не только разделение властей, но и разграничение компетенций между субъектами и федеральным центром. Правительство страны это удержит от тирании, а региона от конфликтов и радикализации. Эту страну ничего не удержит от тирании. Она всегда была тираном. На протяжении многих веков она всегда была тираном. И никогда она не была демократическим государством. Никогда. Я вам говорю это фактами. Вы же мне в ответ говорите какими-то гипотетическими желаниями своими, верой какой-то своей, что вот мы сможем стать. Нет, а я говорю, что не можете. Я говорю вам, чем вы докажете, да? Чем вы докажете, что мы сможем? Ничем. У вас нету доказательств.
А у меня есть, потому что у меня есть история. И у меня есть страны, которые сейчас соседние страны, которые 35 лет назад получили независимость и прекрасно развиваются. Да, некоторые из них являются диктаторскими странами. Но эти страны именно те, которые дружат с Россией. Не заметили, что все диктаторские бывшие постсоветские страны, государства сегодняшние, это все друзья Путина. Что у Лукашенко в Беларуси, что Эмомали Рахмон в Таджикистане, что в Туркменистане. Поэтому, а все остальные стараются от России как можно дальше отскочить. И все, кто отскакивает от России, все они развиваются. Про балтийские страны вообще говорить нечего, там полнейшая демократия. У них все хорошо, и уровень жизни высокий, и язык полностью у них доминирует. И в Литве литовский, в Латвии латышский, в Эстонии эстонский. Но и другие страны тоже так же, кто сегодня отрывается от России, вполне нормально начинает развиваться. И Грузия, и Армения, и Азербайджан, даже там есть авторитарный режим, но он все равно развивается. Вы были в Азербайджане? Прежде чем говорить что-то про Азербайджан, съездите и посмотрите, насколько сегодня это развитая страна с сильной армией. Казахстан, пожалуйста, можно заехать по внутреннему российскому паспорту. Съездите и посмотрите, как Казахстан развивается, как Узбекистан развивается. Вы говорите о том, что узбеки приезжают как гастарбайтеры. У них просто очень сильно идет они очень сильно растут в численности. И очень много молодых людей, которым всем не хватает работы. Поэтому они выезжают в Россию на заработки. Но и сами русские во многом выезжают в Россию на заработки. В другие страны на заработки. Еще до войны половина России была на Западе, где-то работала там точно так же. И что? Поэтому эти аргументы все ваши, они, скажем, очень слабые, не выдерживают никакой критики. Теперь перейдем к личности самого Акима Туктарова. Человек позиционирует себя как политик. Называет себя социал-демократом. Хотя еще буквально недавно был либертарианцем, но потом, как выяснилось, отказался от своих взглядов либертарианских и стал социал-демократом. Ну что ж, бывает. Вот. И мы начали спорить. Споры происходили на канале Аспектов, где был перепощен пост вот этого Гражданского союза, и на самом канале Гражданского союза. И там шли споры. И вроде бы ты, как председатель Гражданского союза, как человек, который писал этот пост, должен, по идее, придерживаться тех же самых взглядов, которые описаны в этом посте. Почему ты против независимости Башкортостана? Ну, о том, что разорвутся экономические связи, родственные связи, что там общий бэкграунд и так далее. Вот. Но по ходу спора совершенно начинает проявляться другая сущность Акима Туктарова. В итоге все вот эти аргументы о разрыве экономических связей, общем бэкграунде и так далее были забыты, и все переместилось в этнический фактор. Аким Туктаров начал говорить о том, что мы татары, что я татарин, являясь коренным жителем Башкортостана, этих земель, что мы не обязаны учить башкирский язык. Я ему говорю, что во всех странах мира, если ты приезжаешь в любую страну, возьми там Польша, Япония, я не знаю, там Австрия, Испания, Италия и так далее, Грузия, Армения, везде нужно учить государственный язык. Без этого просто ты не найдешь себе хорошую работу, не добьешься каких-либо целей. Ну и вообще сложно тебе будет жить в государстве, где ты не знаешь государственного языка. Он говорит, что мы, татары, так же как и русские, мы не обязаны учить башкирский язык. Он нам просто не нужен, вот, и вы нас не заставите. И потом дальше, как говорится, Остапа понесло. Он начал говорить о том, что Уфимская губерния была незаконно включена в состав Башкортостана, что мы, татары, оказались волей судьбы в составе башкирского государства. То есть начала вылезать вот эта шовинистическая сущность человека. То ли Аким Туктаров начитался трудов Дамира Исхакова, вот этих вот башкирофобов, или Ильнара Гарифуллина, непонятно.
Но вот эта вот ненависть начала скользить его, что мы не обязаны, мы не должны, вы нас не заставите, мы здесь коренные, что Уфимская губерния была насильственно присоединена и так далее. Меня вообще это поразило. Я ему задаю вопрос, то есть тогда, если получается, что ты выступаешь против независимости Башкортостана, то, соответственно, логически, если так рассуждать, что ты должен выступать и против независимости Татарстана. Он говорит, и меня ответ его поразил, он говорит, нет, я так не считаю, татары Татарстана сами должны решать, как им быть. Я, как татарин Башкортостана, выступаю против независимости Башкортостана самого. И я ему дальше... то есть вообще договорился до того, что заявил о том, что Башкортостан не должен стать этническим национальным государством, а должен стать безэтнической приуральской республикой. Без названия Башкортостан. Что он так считает, что вот должна быть приуральская республика. Я говорю, может быть тогда, судя по твоим словам, и Татарстан должен стать какой-нибудь Приволжской или Волжской республикой. И опять он говорит, что нет, это решать татарам Татарстана, пусть они сами это решают. Я, как татарин Башкортостана, считаю вот так вот, что здесь, в Башкортостане, он не должен быть независимым государством, и это должна быть Приуральская республика. Представляете, насколько вот лицемерие у человека. Я вообще, если честно, был поражен. И вишенкой на торте был пост, когда мы спорили там, то есть были различные люди, которые присоединялись к спору, и был там один такой персонаж, который, явно, откровенно, таких фашистских взглядов. Он сперва заявил о том, что башкиры – это народ, который менее развит, чем в своей культуре, в своей экономике, чем русские и татары. А потом вообще выдал такой вот пост, который я бы хотел вам зачитать. Он пишет. Большая часть Башкортостана никогда башкирам не принадлежала. Уфа основана русскими. И все исламское, что в ней есть с исторической точки зрения, медресе и мечети 19-20 веков, создано татарами. Уфу называли столицей татарских мурс. Все дореволюционное духовенство и предпринимательское сообщество мусульманского происхождения имели происхождение татарское. Даже большая часть депутатов-мусульман в Госдуме Российской империи от Уфимской губернии были татарами. Изначально Белебеевский, Бирский и Уфимские уезды должны были бы стать частью ТАССР. Но советы специально отдали эти земли башкирам, дабы разбавить население и ускорить вашу ассимиляцию, а также отчасти для удовлетворения Ахмед Заки Валиди. И все башкирское, что есть в Уфе, появилось там искусственным образом, в том числе и сами башкиры, которые до революции не занимали даже 10% от населения города. Вы не имеете никакого отношения к самым развитым районам республики, являетесь там де-факто захватчиками, отобравшими при помощи ненавистной вам Москвы местную власть, земли и блага у тех, кто это создал, в скобках татар и русских. Все, что вы имеете, есть у вас благодаря России. В конце концов, большей части населения Башкирии никогда не станет приятна ваша шизофрения. Не захотят татары вновь становиться башкирами против воли, лишаться возможности занимать высшие государственные посты, не захотят русские становиться второстепенным населением на земле, где они живут уже 450 лет. Федерация – это все, что вы получите. И то в лучшем случае. И вот этот откровенно фашистский на самом деле пост, сердечко поставил в этом посту, в этом комментарии Аким Туктаров. Вот отсюда вывод, кто на самом деле такой Аким Туктаров, является ли он на самом деле либералом, демократом, или это просто шовинист, который прячется под личиной демократа. Вывод делать вам самим. Также добавлю, что во всем этом споре, который постепенно из аргументов о том, что Башкортостан не может стать независимым государством в силу экономических причин, перерос в спор между башкирами и татарами, который начал именно Аким Туктаров, активно поддерживал этот спор и разжигал Евгений Коноплин, русский
человек, который вот встал, так скажем так, над этими спорами и активно, скажем так, подкидывал дровишек, подкидывал масло во все споры, что еще раз тоже показывает сущность самого Евгения Коноплина. Конечно, многие комментарии потом были самими же авторами удалены, ввиду того, что они действительно откровенно фашистские и могут послужить там, причиной возникновения каких-либо уголовных дел. Вот как вот этот комментарий. Но мои люди успели заскринить эти комментарии, и вот я вам их показываю. Выводы, как говорится, делайте сами. Кто здесь на самом деле действительно болеет за свои народы и хочет, чтобы они остались в истории, чтобы они продолжали существовать, чтобы язык сохранился как башкирский, так и татарский. А кто выступает за единую и неделимую Россию без татар, без башкир, без языков, восхваляя русских и разжигая межнациональную рознь. На этом все. Хау булыгы, хөрмәтле милләттәшләр, асыл шаран тиклем.